Заходите. Ато Каримов, житель горного кишлака Насрат, сегодня согласился показать свой дом и семью. Времени у него теперь много. С середины осени до апреля в горах заняться практически нечем. Он пастух, как, впрочем, и большинство его односельчан, а пастбища уже завалены снегом. Так что целыми днями вынужденно сидеть дома. Разве что разочек вниз-вверх по кишлаку пройдешься к родственникам, зайдешь к ним и назад домой. По словам Ато, жизнь для людей в этом поселке делится на два этапа – долгая зима и подготовка к ней. За 6 теплых месяцев нужно накосить травы в горах, вырастить скот и успеть распродать его до наступления холодов. Барашки пятимесячные, когда вырастают, начинаем продавать. Их обычно за сезон 10-15, на это и живем. Покупаем муку, масло, картошку. Вот так и живем. А ну еще зарежешь одного барашка для семьи своей. Ато говорит, что в этом году к зиме он подготовился неплохо. Денег, вырученных с продажи баранов, хватило и на то, чтобы запастись продуктами, и на уголь для отопления. Даже немного осталось на следующий год. Все равно потратить эти деньги уже не удастся. В ближайшие дни здесь может выпасть до 2 метров снега, и выбраться никуда не получится. Вот подготовился к зиме. Как? Утеплил полы во всех комнатах. 3 слоя покрытия на полу. Нижний – резина, затем паласы, а сверху – ковер. В каждой комнате есть своя угольная печь, и практически целыми днями семья Ато проводит рядом с одной из них. Пьют чай, строят планы на следующее лето, говорят о скоте и обсуждают соседей. Других развлечений все равно нет. Электричество дают по несколько часов в день зимой, так что даже телевизор не посмотришь. Угольные печи – единственное спасение. Благо топлива для них хватает. В горах есть небольшая шахта, и каждый день сосед Ато, Шариф, ездит за углем на своем осле. Единственный зимний вид транспорта в этой местности. Продает недорого. Мешок стоит всего $50. Приезжают покупать даже из соседних сел. Лучший вид транспорта. Ни бензин не нужен, ни солярка. Уже 3000 самани я на нем заработал. В горной местности недостаточно лесов, и у людей нет практически дров, поэтому большинство жителей используют коровьи лепешки вместо топлива. Их вот так вот лепят на стену, когда они высыхают, их собирают и топят печи. Единственная забота – покормить скот в хлеву, 2 десятка овец и несколько коз. Этим занимается сын Ато Гайбуло. Дважды в день он с друзьями поднимается на крышу хлева, чтобы нарезать запасенную с лета траву. На крыше хлева храним траву и сено, чтобы не гнили. И всю зиму потихоньку режем для скота. Главное событие этого сезона – открытие новой школы. Ее подарили местным жителям столичные предприниматели, выходцы из кишлака Насрат. Селяне устроили настоящий праздник с песнями, танцами и большим котлом плова. Ведь до этого их дети занимались в тесных помещениях, по 2-3 разных класса вместе. А вот больницы в кишлаке нет, только медпункт, где могут максимум сделать перевязку и выписать лекарства от простуды. Поэтому местные жители стараются не болеть зимой. Выбраться в райцентр, где есть госпиталь, слишком уж тяжело. Жизнь здесь тяжелая. Если кто-то заболеет, на носилках через перевал тащить надо. Далеко, около 5 километров. Дорог здесь нет, только направление, и то все в грязи. Да и строить здесь что-то бесполезно, потому что любую дорогу, трассу смоет при первом же таянии снегов, и неважно, это будет асфальт или бетон. Наша съемочная группа хотела провести здесь ночь, чтобы узнать побольше о кишлаке Насрат, но ближе к вечеру пошел снег, и местные жители посоветовали уезжать отсюда, иначе выбраться не получится и можно застрять на несколько недель, а то и месяц. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.